Тему диссертации «Общественно-политическая деятельность абхазской интеллигенции в 1917-1921 годах» Илона Агарба выбрала не случайно. Данный отрезок времени насыщен событиями, которые отразились на всей истории Абхазии и не перестают вызывать споры в научных кругах. Ведущую роль в рассматриваемое время сыграли представители абхазской интеллигенции, оказавшиеся на передовой бурных политических событий и принявшие на себя ответственность за судьбу абхазского народа. Абхазия, как и Кавказ в целом, и сегодня является нестабильным в политическом отношении региона. Статус частично признанного государства усугубляет эту нестабильность и возлагает на современную абхазскую интеллигенцию не меньше груз ответственности, чем на ее представителей в начале 20 века. В этой связи переосмысление мотивов, двигавших деятельность абхазской интеллигенции в переломное время 1917-1921 годов, особенно актуально для выработки стратегии построения и укрепления современного абхазского государства и его стабильного положения на международной арене. Работа является фактически первым комплексным научным анализом общественно-политической деятельности абхазской интеллигенции в 1917-1921 годах. В ней сделана попытка проанализировать влияние политических взглядов и, соответственно, партийной принадлежности, социального происхождения, места жительства на принимаемые абхазской интеллигенцией решения в этот сложный период. В диссертации использованы документы и материалы, ранее не представленные в абхазской историографии. Официальный оппонент Илоны Агарба Станислав Лакуба отметил, что работа представляет собой детальное исследование одного из сложнейших исторических периодов. Соискатель добросовестно и подробно изучила практически весь пласт известных документальных материалов, тщательно проанализировала бурные события 17-21 годов, пытаясь реконструировать противоречивую общественно-политическую обстановку и роль абхазской интеллигенции. Тема работы еще одного соискателя ученой степени кандидата исторических наук Джамбула Инджге посвящена вопросам историософии, истории Абхазии конца 19-го, первой половины 20 веков. По мнению автора диссертации, в это время в жизнедеятельности и культуре абхазов произошла серьезная трансформация, изменившая жизнеобеспечивающую систему. Сегодня жизнь абхазов продолжает меняться. Новые символы, мышление, формы, традиции. Происходит европеизация абхазской среды обитания, противоречащая духу этноса. В этой связи становится актуальным изучение истории абхазского народа в переходный период. На современном этапе исторический процесс привел человечество к глобализации, в результате которого стираются традиционные границы народов и наций, мир утрачивает оригинальную этническую палитру. В этих условиях особенно трудно приходится малочисленным народам. Глобализация несет в себе угрозу как физическому существованию, так и культурной их идентификации. От этих процессов не защищен и абхазский этнос. В новых условиях еще более актуализируются вопросы сохранения родного языка, матрицы этнической и культурной единицы, духовности, этнического самосознания и вопросы демографического развития. Оппонентом Джамбула Инджге выступил доктор исторических наук, профессор из КФУ Игорь Крючков. Мне очень приятно было читать эту диссертацию, ее оппонировать. Вольно или невольно, осознанно или неосознанно, наш уважаемый диссертант идет в тренде российской и зарубежной историографии. Такие проблемы, как нациостроительство в Центрально-Восточной Европе, Восточной Европе, такие проблемы, как проблема национальной идентичности, роли интеллигенции в этом процессе, такие проблемы, как особенности имперской модернизации, социалистической модернизации, множественной идентичности, те проблемы, которые поднимает наш уважаемый диссертант, они свидетельствуют о зрелости его работы. Илона Агарба и Джамбул Инджге успешно защитили работы на соискание ученой степени. Единогласным решением диссертационного совета им присвоена научная степень кандидатов исторических наук. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.